Татьяна Быстрова вот-вот станет мамой. Сама детский врач, но признается, что все равно немного страшно. Во всем полагается на медиков роддома. Все мне говорят, что бояться не надо, что сама ко всему привычная, но от этого мне не легче. Поэтому все как могут успокаивают, объясняют, как дышать, как лежать правильно, как что. Поэтому, надеюсь, общими силами справимся. Каждой будущей маме индивидуальный подход и даже родзал. В процессе роженица может свободно передвигаться, принимать душ, а в самый трудный и ответственный момент родственники могут быть рядом. С мамой, сестрой или мужем в наше время рожает каждая 4-я пациентка кардиороддома. Это позволяет минимизировать использование в родах лекарственные препараты, и чаще роды протекают через естественные родовые пути. В 1992 году, когда начали строить кардиодиспансер, городской родильный дом был уже в плохом состоянии. Тогда и решили при непосредственном участии первого главы Коми Юрия Спиридонова на базе нового медучреждения разместить роддом, где имелась бы возможность оказывать помощь при лечении сердечно-сосудистых патологий. Спустя 20 лет женщинам с самыми сложными заболеваниями со всей республики здесь помогают вынашивать здоровых детей. С 2013 года мы проводим достаточно уникальные операции при операции кесарево сечения, позволяющие сохранить детородный орган матку женщинам, которые раньше лишались его в связи с тем, что у них было прилежание плаценты и врастание плаценты в стенку матки. Данная методика, с учетом того, что у нас есть кардиологический наш центр и рентген-хирургии, мы провели уже 30 операций за это время и смогли сохранить данным женщинам матку. Ну вот если бы раньше, то они бы оставались без этого органа. Близость кардиодиспансера дает возможность обследовать малышей с первых минут жизни. Рожденных с тяжелыми пороками направляют в Алмазовский центр Санкт-Петербурга. Впрочем, таких малышей немного. Большинство получают необходимую помощь на месте. Современные фотолампы, столы с подогревом, кювезы для вынашивания дают возможность даже самым маловесным младенцам быстрее поправляться и выписываться домой. За 20 лет здесь сменилось не только оборудование, даже правила ухода и методики обследования. Проводим мы УЗИ 1, 2, 3 скрининг, также цервикометрию, проводим диагностику пороков сердца и других пороков. Мать и дитя вместе. Только так, с самой первой минуты жизни ребенка. Сегодня это главное условие для адаптации маленького организма в новом, чужом мире. Переформатировали палаты даже на посту интенсивного наблюдения. По проекту они предназначались только для деток. Вот здесь у нас находится малыш с гемолитической болезнью новорожденных. Основным методом лечения которой является фототерапия. Вот это высокодозная, непрерывная фототерапия. Вот здесь вот ребеночек получает лечение. Находятся недоношенные детки. Вот на данный момент есть у нас двойня, которая родилась преждевременно. Детки находятся вместе с мамой. Сейчас состояние деток стабильное. Детки находятся на грудном вскармливании, расширяет центральное питание. Конечно, без преданных своему делу медиков не было бы и успехов роддома. Треть сотрудников работают с открытия и помнят самых первых детей, рожденных в этих стенах. За 20 лет почти 50 тысяч жителей нашей страны появились на свет именно в кардиороддоме Республики Коми. И до сих пор каждая выписка – трогательный момент не только для родителей, но и самих врачей. Держите, да. Второго. Да, давайте девочку. О, почти многодетный папаша, да? Ольга Коняева, Артем Соколов, телеканал Юрган.